Мир вам и милость Всевышнего Аллаха. Я рассказывал вам историю про Имайлу, который за 2 года, кроме одного урока, не пропустил ни одного занятия в медресе. И то один пропуск был из-за того, что он оказался в больнице, и он сильно переживал из-за пропущенного урока. Спустя несколько дней, по причине болезни, он умер. Да смилуется над ним Всевышний Аллах. А в этом ролике я хочу вам рассказать историю одной нашей сестры, которую звали Аза. Она училась в медресе Аль-Ибада. После окончания этого медресе она дома обучала свою сестру и ее подруг. И прекрасные воспоминания она оставляла в сторис на своем аккаунте в одной из социальных сетей. Советовала всем записаться в свое любимое медресе. Делилась своей привязанностью к этому медресе, посвящая ему такие строки: «Любимые окна, которые я узнаю из 1000». Загружала в сторис фотографию своего посещения после долгого времени любимого медресе, сопровождая фотографию такими строками: «Не усну, если не расскажу, что пошла сегодня в Аль-Ибаду первый раз спустя 2 года и 2 месяца обучения там, а все как будто было совсем недавно, 2-3 месяца назад». Она была сильно привязана к своей учительнице Фатиме, а ведь все это невозможно без искренности и любви к Корану, потому что всю любовь, про которую она описывала, была связана с этим медресе, а в медресе она училась правильному чтению Корана. В один из дней она заболела вирусом ковид. Спустя некоторое время она умерла. По свидетельству людей, умерла шахадой на устах. Ей было всего лишь 23 года. Да примет Аллах ее шахаду и да дарует ей Всевышний высшую степень рая. Аминь. Я надеюсь, что эта история напомнит нам, что каждый из нас должен успеть сделать главное в этой жизни – усердно поклоняться Всевышнему Аллаху, запастись благими деяниями, помня, что все мы странники в этом мире, а лучшие странники – это те, которые запаслись благими деяниями, те, которые проявили искренность в богобоязненности. И если ты не успел насладиться чтением Корана, насладиться обучением Корана, и если не успел связать свою жизнь с великим Кораном, поистине ты упустил одно из величайших наслаждений и успокоения своего сердца и этого мира. Ты упустил великие блага и награды, которые будут дарованы людям Корана. Ты упустил возможность стать избранным Аллаха. Ведь в благородном хадисе сказано, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, у Аллаха есть приближенные из числа его творений». Его спросили: «Кто они, о посланник Аллаха?» Он ответил: «Ахлюль Коран», читающие и изучающие Коран. Они и есть приближенные Аллаха и его избранники. Я надеюсь, братья и сестры, иншаллах, увидев этот ролик, вы задумаетесь над своей жизнью. Те, которые тратят свою жизнь, не умея читать Коран, исправят это большое упущение, ведь есть много медресе, куда вы сможете записаться. И не обманывайтесь тем, что вы в малом возрасте, говоря себе: «Я завтра пойду, я молод» или «Я молодая». Не обманывайтесь, откладывая на потом. Вы не знаете, наступит это завтра или нет. И не отступайте, говоря себе: «Я слишком стар, мне много лет». Победите шайтана. Запишитесь на курсы по обучению правильного чтения священного Корана. Да смилуется над нами всеми Аллах и да дарует нам Всевышний такой же прекрасный конец, как у нашей сестры Азы, чтобы и на наших устах последними словами были слова шахады, слова свидетельства единобожия. Мир вам и милость Аллаха.